Сегодня в Ленском районе большое внимание уделяется развитию отрасли сельского хозяйства. Это одна из приоритетных сфер деятельности районной администрации. За последние 6 лет произошли большие изменения. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые объекты. Этот год не стал исключением. 2 месяца назад торжественно открыли 4 новых стратегически важных объекта. Это летняя ферма «Сайлык», 2 телятника и овощехранилище в городе. Телятники начали функционировать на территории Тихана. Напомним, в октябре прошлого года было открыто новое подразделение всем известного скотоводческого предприятия «Батамайское» в местности Тихан для молодняка крупнорогатого скота на 250 голов. В связи со стремительным увеличением поголовья места для стада стало не хватать, поэтому было решено начать реконструкцию еще 2 старых объектов, находящихся тут же на территории Тихана. Дальше пошли, потому что у нас потребность именно в свежем мясе у нас в Ленском районе, она каждодневная. Поэтому приняли решение дальше пойти и уже где-то конкретно создать комплекс для откорма телят. И перешли, уже нашли данное местоположение, это у нас Тиханское отделение. Телятник рассчитан на содержание молодняка в возрасте от 2,5 месяцев и до года. Телята здесь будут проходить откорм. Сюда же поместят стельных коров. В общей сложности тут будет находиться 285 голов. Остальная часть у нас базируется на селе Батамай. Телятник там заполняем. То есть, вообще уходили от поголовья. 175 поголовий у нас было дойного стада. Сейчас на сегодняшний день 287 поголовий. Дойного именно поголовья. От этого тоже у нас идет молодняк. Конечно, есть моменты, не все поголовья у нас приносят приплод, но там 88, в этом году 88% у нас вышло. То есть это хороший показатель. На территории Тихана создан запас комбикорма и сена. Готов к работе убойный цех. Он будет запущен в ближайшее время. Будем где-то в районе 150 поголовий уже пускать на убой. И в последующем уже будем план-график составлять, какие годы, сколько откорм. Зависит от кормовой базы. То есть много моментов, аспектов. Все решаем. Сегодня на Тихане создан целый животноводческий комплекс. В следующем году планируется восстановить еще 1 телятник и повысить поголовье скота до 1000 голов, а также начать реконструкцию помещения под свинарник. На реконструкцию телятников было затрачено более 21 миллиона рублей. Из них 19,5 – это средства районного бюджета. Также в этом году построена летняя ферма «Сайлык» в селе Батамай на 300 голов. Ее строительство обошлось в 2,5 миллиона рублей. Ленский район – один из немногих в республике, кто за счет собственных средств занимается реализацией таких масштабных сельскохозяйственных проектов. Очень рад, что Ленский район развивается очень бурно, хорошими темпами. И строить объекты с пониманием, что есть производственные масштабы, то бишь строятся у нас сайлыки, летники и есть кормовая база под это. То есть завозить корма грубые нет необходимости. В октябре этого года в Ленске запустили в эксплуатацию новое современное овощехранилище. Оно постепенно начинает заполняться овощами. Сегодня здесь хранится более 45 тонн капусты, 12 тонн картофеля, по 3 тонны моркови и свеклы. Плюс к этому машина, стоящая на разгрузке, доставила из села Южная Нюя еще по 3 тонны всех вышеперечисленных овощей. В этом году ленские аграрии вырастили 6850 тонн картофеля и около 3000 тонн овощей. Ежегодный план, данный Министерством сельского хозяйства, перевыполнен. Нынче мы получили план по картофелю. У нас 551 тонна заготовки и 315 тонн у нас овощей заготовки. То есть мы стараемся выполнить план, доведенный от Министерства сельского хозяйства. Но на этот план было доведено 8,5 миллионов. Это по 10 рублей за килограмм и овощи, и картофель. Далее мы защитились у депутатов райсовета и администрации поставки субсидий 22 рубля софинансирование на эти же 10 рублей. Итого получается у нас 32 рубля. Это минимальная ставка. У нас есть приказ, доведен от министерства, что мы не имеем права меньше 32 рублей принимать на заготовку овощей и картофеля. Здесь мы ее встречаем, у нас уже готовый погрузчик, готовые люди, которые разгружают. И я непосредственно контролирую каждый приход капусты, овощей, в общем. То есть бесконтрольно здесь не происходит ничего. Каждый раз присутствуют люди, все записывается, все у нас подконтрольно ведется. За каждый килограмм отчитываемся.
На складе весь товар взвешивается, после чего сельхозпроизводителям выплачиваются заработанные средства. 38 рублей за килограмм овощей. Если же доставка осуществляется самостоятельно, то сумма за килограмм составляет уже 40 рублей. Третью неделю уже закупаем, забираем все эти объемы у нюйцев наших овощеводов и с Хамрой работаем. Вот. Ну и параллельно отрабатываем все моменты по реализации. Ну, каждый день машина ездит или забирает, или увозит. В постройке для хранения овощей есть 2 котла, охладительная установка, компрессор, вентиляторы, что позволяет автоматически поддерживать необходимый микроклимат. Проветриваемость, вентиляция и запуск нового воздуха, да, скажем, свежего, производится за счет климатической установки, которая у нас здесь работает. Она контролирует в автоматическом режиме все показатели, то есть это углекислый газ, который выделяют овощи, это температурные показатели, влажность и все остальное. То есть в нужный момент она сама понимает, когда нужно что сделать, открывает, закрывает клапана, включает обдуватели, обогреватели и так далее, и так далее. Все овощи хранятся в деревянных ящиках и сетках. Капуста, которую предприниматели доставляют в мешках, сразу же отправляется на очистку. Так как мешки плохо проветриваются, вентиляция там не такая хорошая, как в сетках. В следующем году, наверное, когда будем принимать, уже будет условие, что все овощи будут приниматься только в сетках, дабы их лучше сохранить. Ахмадулла Максимов, руководитель крестьянского хозяйства Алайдинов, занимается выращиванием овощной продукции в селе Старая Мурья уже 4 года. У фермера 17 гектаров земли. Все эти годы предприниматель самостоятельно налаживает сбыт собранного урожая. Хранить его приходилось в приспособленном помещении, больше похожем на гаражный бокс. Сегодня Ахмадулла рад. С вводом в эксплуатацию склада для хранения овощей его проблемы со сбытом и хранением урожая решены. Мы сдавали Айхала удачный, мирным. Сейчас уже в этом году первый год здесь сдаю. У меня сейчас готово где-то 80 тонн капусты, 10-15 тонн остался картошки. Я хочу сдавать сюда. Ну, конечно, удобно, чем далековато, сам мирным, сам удачным. Здесь сдаю. Следующий год еще постараюсь побольше объему сдавать. Реализацией овощной продукции занимается предприятие «Ленский фермер». Приобретают картошку, свеклу, морковь и капусту, детские сады и школы. Также транспортируется продукция в продовольственные сети и на предприятия общепита. Овощи и картофель, которые производят крестьянско-фермерские хозяйства, пользуются спросом у жителей района и за его пределами. По Мирнинскому району, вообще по всей Якутии мы поставляем садам, школам. Также у нас овощи может заказать любой предприниматель. Как по всей Якутии, в принципе. Мы можем сами эти овощи доставить. В ближайшее время у нас намечается ярмарка в городе Айхал. Собираемся по пути также заехать в Мирный и Удачный. О строительстве овощехранилища в Ленске говорилось более 10 лет, но оно было начато только в этом году. Из районного бюджета на реконструкцию помещения было выделено 46 миллионов рублей. Площадь склада составила 3750 квадратных метров. Вместимость от 5 до 8 тысяч тонн овощей. Овощехранилище позволит сохранить урожай и обеспечить ленчан местными овощами не только осенью, но и зимой. В Ленске с начала сентября начал работу комбинат школьного питания. Создан он был на базе городского молокозавода. Теперь ученики школ будут питаться по меню, представленному единственным муниципальным поставщиком. С самого утра на производственной базе молокозавода, сегодня это и одновременно комбинат школьного питания, работа кипит. Объем выпускаемой продукции в связи с открытием нового направления увеличился в разы. Ежедневно здесь производится более 2500 мясных биточков и котлет. Выпекается хлебобулочная продукция и кондитерские изделия. Мы доставляем в школу полуфабрикаты. Это биточки куриные, котлеты куриные, тефтели, мясные тефтели, потом котлеты мясные и рыбные котлеты. В школу мы еще отправляем булочки, кондитерские изделия, кексы, зефир делаем, очень вкусные. К открытию муниципального школьного комбината, рассказывает начальник управления образования Изумира Корнилова, шли давно. Ленский район стал первым в республике, кто внедрил пилотный проект в жизнь. Идея создания школьного комбината у нас витала уже давно. Наверное, лет 10 назад, когда убрали из штата школ поваров, в прошлом году на нас вышел Центр пищевых технологий города Якутска, которые сказали о том, что вот мы слышали, что вы хотите создавать школьный комбинат питания.
питания. Мы говорим, да, хотим. И тогда они приезжали сюда, даже непосредственно разговаривали с учредителем, со мной, обсуждали разные проекты. Они сказали, что по республике нету нигде школьного комбината питания. И мы, если создадим этот комбинат, то мы встретим поддержку и в их лице. Для получения опыта Изумира Корнилова и руководителя молокозавода выезжали в Иркутск и Республику Бурятия. Там они побывали на школьных комбинатах, осуществляющих свою деятельность более 30 лет. Мы посмотрели их цеха, их базы производственные, их склады. И посмотрели, в принципе, у нас есть то, что у них, у нас может быть реализовано на базе молокозавода у нас, потому что и площади позволяют. Если докупить какое-то оборудование, холодильное там, или еще какие-то ленты, мясные, рыбные, то, в принципе, нет ничего невозможного. Это можно все реализовать. Сегодня для комбината школьного питания приобретено дополнительное оборудование. Специалисты занимаются его установкой. В ближайшее время руководство молокозавода планирует открыть овощной цех, где будет производиться очистка картофеля, моркови и свеклы, после чего овощи будут помещаться в вакуумные упаковки и в таком виде поступать в школы. Овощные культуры поставляют на комбинат школьного питания крестьянские хозяйства района. Сырье для приготовления полуфабрикатов приобретается всегда свежее у проверенных годами поставщиков. Все городские школьники питаются теперь по единому меню. В начальной и второй школе обучается 468 ребят. Питание организовано в 2 смены, по 3 перемены с утра и столько же с обеда. В столовой ребята бегут бегом, с удовольствием едят все, что им готовят повара. Рассказывают, что всегда все очень вкусно. Сегодня мы кушаем макароны с печенью и суп. И больше всего я люблю, когда нам дают макароны с сыром. Я постоянно питаюсь, не всегда все съедаю, но ем. Я люблю, когда дают курицу с макаронами и рыба, очень вкусно. Параллельно стандартному меню в этой школьной столовой организована и свободная форма питания. Повара ежедневно готовят детям супы. Все согласно правилам Санпина. Дети очень любят супчики, многие отдают предпочтение именно им, а не вторым блюдам. Детки очень хорошо кушают, очень хорошие порции большие. К супам за 4 года мы детей приучили, они теперь их едят на отлично. Съедаем 60-80 литров, это однозначно за день. Любят полдники, любим мы макароны, курочку, котлетки обожаем. С появлением школьного комбината питание учеников улучшилось в разы. Теперь питаются школьники на 280 рублей в день. Порции достаточно стали сейчас такие объемные, разнообразие. Вот, следует сказать, что все-таки таких вот повторов там в течение месяца бывает редко. Помимо горячего питания, ученики младших классов ежедневно получают и перекус. Мы сейчас только покушали, и нам дали полник. У нас и печенье, фрутоняня, и внутри еще в прибавок сок. Вот такое полноценное питание сегодня получают все городские школьники. И есть, конечно, у ребят пожелания. Их районное управление образования будет рассматривать и снова проведет анкетирование. Первое уже прошло, в нем приняли участие дети и родители. Всего 1212 человек. Результаты показали, что более 70% школьников довольны питанием.